Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня мы покажем потасовку, которая вспыхнула между двумя водителями на улице Чуйкова в Казани. Скучно стало поэтому. Что стало причиной и что этот конфликт вывел на чистую воду. Расскажем, как поздней ночью во дворе дома на улице Голубятникова задержали водителя Kia в состоянии сильного алкогольного опьянения. Че? Вы кто? А? Вы кто? А также во власти огня. Огонь такой. Да мы вообще райончик такой. Пионерский костер такой горел, да? Сразу несколько крупных пожаров вспыхнули сегодня в Республике Татарстан. Все это прямо сейчас. Словесная перепалка между двумя водителями на улице Чуйкова в Казани переросла в потасовку и погром транспортных средств. В полицию города поступило сообщение о том, что один из мужчин напал на другого с ножом. В ответ потерпевший вооружился резиновой дубинкой. Телесных повреждений стороны друг другу не причинили. Все обошлось парой синяков и ссадин, а вот машинам в результате конфликта досталось прилично. Когда на место происшествия прибыли стражи порядка, претензий водители друг другу не имели. Зато у автоинспекторов было много вопросов к одному из них. Так получилось. Скучно стало поэтому. Как и из-за чего произошел конфликт, оба водителя рассказать не захотели. Особых причин не было, поэтому остается только разводить руками. Я сам не понял. Как позже установили стражи порядка, водители сцепились из-за неосторожного маневра одного из них. Оба остановились, признались, сначала было слово. С мата все пошло. Он начал материться, вышли, все. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Водитель хэтчбека ехал с девушкой. В седане были двое мужчин, братья и их мать. Мужчина, находившийся за рулем первой машины, утверждает, на него напали сразу вдвоем. Взяли дубинкой, вывезли. Вдвоем любой может. А поодиночке они не все. Они вдвоем, один меня схватил, другой ушел, ударил, посмотрел. Он даже упал. Что произошло дальше, очевидцы сняли на мобильные телефоны. Полицию вызвали молодые люди, находившиеся в седане. Утверждают, что второй водитель бил по их машине ножом. С ножом вышел, ударил в этот первый момент. С ножом сюда. Второй момент, все, он вышел, получается, начал с ним драться. Ногой там все. Он пошел, взял биту и начал по его машине, бить. Сзади лобовой. То, что взял в руки молодой человек, утверждает мужчина, была совсем не бита, а спецсредство силовых структур. Резиновый фанер называется. К приезду стражей порядка оба водителя вернулись на место происшествия и претензий друг к другу практически не имели. А у меня вообще к ним никаких претензий. Какие претензии? Машины, говорят, конечно, жалко, но все это можно восстановить, причем не так дорого. 3-4 тысячи. Я тоже рад был. Седан в аренде, поэтому молодой человек не так переживает за машину. Не своя. Хэтчбэк принадлежит девушке-пассажирке. Вопросы у автоинспекторов возникли как к ней, так и к водителю. 33-летний мужчина не смог предъявить водительские права. Он их просто не получал. К тому же у него были признаки алкогольного опьянения. Алкотестер подозрение подтвердил. Результат на 0,1 миллиграмма превышает максимально допустимую норму содержания спирта в литре выдыхаемого воздуха. Мужчину доставили в отдел полиции. Административный кодекс за управление машиной без прав в состоянии опьянения предусматривает арест на срок от 10 до 15 суток. Владелицу автомобиля в ближайшее время суд, вероятно, лишит прав и оштрафует на 30 тысяч рублей за передачу управления нетрезвому водителю. Что касается потасовки, писать друг на друга заявления мужчины не стали. Лиана Бахтиева, Анвар Шарифуллин, Вызов 112. Сильно нетрезвого водителя Kia Rio помогли задержать жители одного из домов на улице Голубятникова в Казани. Автомобиль кружил по двору, а манера вождения водителя людям показалась неадекватной. Опасаясь, что мужчина протаранит припаркованный автомобиль, они выскочили на улицу, чтобы его остановить. В этот момент иномарка как раз выезжала на проезжую часть. На помощь автовладельцам пришли сотрудники патрульно-постовой службы, которые проезжали мимо. Они заблокировали путь автомобилю и задержали сидевшего за рулем. Я вообще лежал уже. Выбегаю быстрее. Смотрю, пьяный. Поздней ночью жители одного из домов на улице Голубятникова увидели катающийся по двору автомобиль. Манеру вождения адекватной, рассказывают, назвать было сложно. И опасаясь, что водитель протаранит припаркованные автомобили, решили его задержать.
Как раз повезло, оттуда выезжала эта машина полицейская, не гаишников, а полицейских. И получилось так, что он Я свистнул, они сразу приехали и задержали, сразу же тоже секунду. Признаки опьянения у 48-летнего мужчины были видны невооруженным взглядом. Стоять не оперевшись обо что-нибудь он просто не мог. Язык заплетался, а поведение неадекватное. Дай мне телефон. Я Вадиму позвоню. Потом я ему... Автоинспекторы быстро выяснили, живет мужчина в этом же самом дворе и, вероятно, выезжал на проезжую часть, когда его задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Ты сможешь машину поставить? Почему? Это же твоя машина. Сам автомобиль принадлежит жене водителя, а присутствие автоинспекторов его немного смущало. Че? Вы кто? А? Вы кто? А? Да мне здесь надо объяснить. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на наличие в организме алкоголя. Он сразу же согласился на процедуру. Я как инспектор требовал от вас, чтобы вы прошли освидетельство алкотестером Юпитер. Давай. Сделать полный выдох мужчина не смог, но и той доли секунды алкотестеру хватило, чтобы выявить у водителя сильную степень опьянения. Товарищ понятый, 1,390. С результатом он не согласился и проехать в больницу на медицинское освидетельствование не захотел. Его волновал другой вопрос: может ли он после всего садиться за руль. Можете ездить. Но не сегодня. А завтра могу? Завтра можете. Когда отрезвеете. А послезавтра? Послезавтра тоже. Если отрезвеете. Ездить законно за рулем мужчина сможет до суда, который, вероятно, лишит его водительских прав, превратив мужчину в пешехода на срок от 1,5 до 2 лет и наложит штраф в 30 тысяч рублей. Рамиль Шайдуллин, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Крупный пожар вспыхнул накануне вечером в поселке Залесный. Прямо на глазах местных жителей загорелся гараж. Пламя с молниеносной скоростью охватило деревянную надстройку. Это комната в дачном стиле над боксом. А затем перекинулось и на основное помещение. Распространиться стихии на соседние гаражи не дали пожарные. Свидетели происшествия вызвали огнеборцев сразу же, как только увидели первые языки пламени. По словам очевидцев, хозяин своим имуществом практически не пользовался. Внутри были не самые нужные вещи, без которых вполне можно обойтись. Зато подросткам такое строение было по душе. Именно их заметили убегающими сразу после появления дыма. Все как пыхнул, и закончился гараж. Пожар вспыхнул на их глазах. Как раз были в гараже, практически напротив того, что сгорел. Рассказывают, пламя охватило его моментально. Вообще быстро прям пыхнуло. Вы же позвонили, да? Да, мы сидели же вот тут. Как пыхнуло. Загоревшийся гараж был единственный в округе, у которого была деревянная надстройка сверху. Что-то вроде комнаты дачного дома над гаражным боксом. Пожар начался с нее. Огонь такой. Да мы вообще райончик такой. Пионерский костер такой горел, да. Хозяин этим гаражом почти не пользовался. Живет в соседней многоэтажке и на свое имущество по большей части смотрел только со стороны. В боксе хранил не самые нужные вещи, чем уже вряд ли воспользуешься, но выбросить жаль. Зато мансарду облюбовали подростки. Их часто видели на крыше гаража. Как заброшка, они все время же бегают. Туда можно залезть, и они пытались дверь открыть. Может, у кого-то получилось, что-то там жгли. Там они сидели. То есть у них хозяин здесь почти не появляется. Сейчас же микрорайон растет, Залесный Сити, Залесные тут старые дома. Скорее всего, с новостроек, наверное, там бегали люди. Они дети, вернее. могут. С огнем оперативно справились пожарные. Люди не пострадали, да и ущерба как такового нет. Сам владелец сгоревшего бокса к случившемуся отнесся философски. Мансарду давно хотел снести, а вещи вывести. Сейчас сделать это будет куда проще. Вероника Гайнутдинова, Анвар Шарифуллин, вызов 112. Сегодня днем в центре Казани вспыхнул Миргасовский дом. Памятник культурного наследия расселен и окружен забором. Именно за ним, по предварительным данным, и вспыхнула куча скопившегося мусора. В это же самое время на улице Мазгута Латыпова загорелось частное деревянное строение. Причины и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Ну а в Набережных Челнах дотла сгорела припаркованная «Газель» в кузове грузовика. По словам местных жителей, были раки. И это только небольшая часть случившегося сегодня пожаров в Татарстане.
Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 9869 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.